Где Даксун? Вот это же? Всем привет! Сегодня 13 октября. У меня в эти выходные радостное событие. Ко мне приехал дружище из Питера. Представляете? Несколько лет с ним не виделись. Но приехал он не просто в гости, приехал всего лишь на, считай, на сутки. Вчера прилетел, завтра уже с утра улетает он. Приехал на фестиваль. Вот мы сейчас находимся возле спортивного комплекса Даксун. Здесь сегодня проходит фестиваль. Это косплееры, там участвуют, всякие костюмы героев игр, фильмов различных, фантастических. В общем, прикольная тема. И сегодня у нас будет с вами история успеха о моем друге. Он сам сегодня расскажет. Добился достаточно серьезных высот в этом деле. Просто начал как увлечение и сам не ожидал, что как все это пойдет. У него есть свой инстаграм, скину ссылочку. Еще в Питере пытался к нему попасть. Вот в итоге попаду в Якутске. Как помощник его. Он мне записал в списке помощников. Сейчас буду им помогать одеваться. Костюм. Все дела. Зовут моего дружища Григорий Аэропетян. Но мы его всегда называли Кот. Еще не проснулся. Надо растренировать голос. Пойдемте внутрь. Фестиваль называется ЕКТ Гикфест. Вход для косплееров. Мне, наверное, туда. Вот он стоит, меня ищет. Немножко разминулись. Здорово. Что, ты поспал нормально? Да, 2,5 часа. Не заснуть, да, было? Пойдем покажу, где гримерка у нас будет. Он судья на этом мероприятии, да? Ты же судья? Да. Помимо того, что косплеер. Так. Так, тебе дали уже вход? Да, все есть. Я теперь могу где угодно ходить, да? Да, это вообще вездеход. Ха. Привет. Ух ты. Да. Привет, привет. Да? Уже? Питерский якут, если Есть, я не да. ошибаюсь. ЕКТ брало интервью у тебя. Да, было Большое, дело. недавно, кстати. Недавно они сделали просто статью обо мне. Огромную. Взяли стрёмную фотку и вставили свои самые тупые кадры, выбрали из видео и воткнули на страничку. Типа вот чувак ночует на улице, когда на улице ночевал. Не, эта статья давно уже была, уже весной еще. Ага. Так. Вот она башка. Можно трогать, да? За рог нельзя, да? А за что можно? За щечки? Через 1,5 часа будем одевать костюм Гавера, но это секретное. Не разрешает нам снимать. Ну, типа, внутренняя Нельзя начинка, видеть. да. Это как Киркоров же не показывает, как он надевает свои перья, правильно? Ну да. Здесь вот кот продает свои календарики, а вот там Денис. Мы с ним вчера познакомились. Я только что узнал, что он, оказывается, пишет комиксы. Вот. Это все твое? Да. Фига себе. А это ты сам рисуешь, сам пишешь? Я пишу. Прикольный костюмчик. А не тяжелая штука вот эта? Ну, не очень. Не очень, да? Это же реальный монитор сделал, да? Взят. Корпус. Ничего себе. Прикольно. Тут, я так понимаю, конкурс какой-то проходит, да? Расскажи мне. Как и на всех фестивалях культуры, на многих, по крайней мере, косплеер является неотъемлемой частью данного фестиваля. И, естественно, существует конкурс косплея, который, в принципе, является украшением любого такого гик-фестиваля. Сегодня будет, получается, 2 конкурса. Один будет профессиональный с гран-при, с большим призом в 50 тысяч рублей. И там еще дополнительная номинация, по-моему, 3. Я так понял, что участников будет всего 20, кто подался именно в профессиональный конкурс. А потом будет непрофессиональный конкурс, где участников будет то ли 200, то ли 300. О, это же медицинский пункт, оказывается, есть. О, цитрамон. Я бы тоже выпил. У меня голова тоже, у тебя тоже, наверное, после 3 часов сна. Не выспался. Я не представляю, как он вот так вот приехав. Я когда прилетаю, я неделю восстанавливаюсь. Реально ходишь ватный, потому что у тебя сколько сейчас время? 6 утра? В Питере сейчас 6:15. 6:15 у вас в Питере. То есть он сейчас должен спать просто 5-й сон. А ты еще ложишься же поздно, да? Так у тебя как турне. Такое, Это да? уже 8-й фестиваль за год, который я сужу, и, наверное, 15-й, который я просто посещаю. Ну-ка расскажи вкратце, как ты этим увлекся делом? Да, фиг знает. Мои зрители любят истории успеха. Вот я сегодня хочу рассказать твою историю. Потому что моя еще только началась, а твоя уже достаточно на высоком пике. Ну, может быть, но как бы нет незаменимых людей, когда-то и моя история закончится. Нет, так не думай. Нет, да? Она тоже у тебя только началась. Ну, может быть. Да не знаю, все началось просто с хобби и творчества, то есть это не было какой-то целью, там, стать знаменитым или еще что-то, просто делал свое дело, делал хорошо, и в итоге оно дало плоды. Ты же вот с Гайвера начал, я так понял, просто делать костюм, да? Да, забавно, что с чего начал, с того сегодня. И сегодня вот он с Гайвером приехал, это его первый костюм. Ты же не умеешь это все делать, то есть ты научился по факту все эти пилить Со штучки, временем, конечно, да. разбираться, как делается. Когда
начал углубляться в этот вопрос, да, естественно, начал понимать, ага, материалы такие, как с ними работать, так, YouTube там, что-нибудь такого рода. YouTube, конечно, всему нас научил, да. Вообще, слушай, ну поэтому я там. Холодно, блин, пойдем подальше. Пошли погреемся. От вашего холода. Нормально у нас холод, что-то еще жара, еще зима даже не началась. Для вас это тепло, да. Чух, аккуратней. Она жмется, да? О, нормально. Так, ну что там это? Как ты судьей-то стал вообще? Началось, наверное, все с побед, как в принципе, стать судьей есть одна тропинка. Ты должен победить, может быть, один или несколько раз на достаточно крупных фестивалях. У тебя появляется репутация человека, который разбирается. Раз ты победил, значит, ты сделал что-то круче других. Да. И организаторы начинают приглашать тебя на фестивали. Потом появляется второй такой шаг, что на тебя смотрят, сколько ты фестивалей отсудил, как в принципе ты судишь, какие-то отзывы, потом складывается иная уже репутация и начинают приглашать уже даже... Уже другой уровень. Да, другой уровень, да. А ты же даже не помыслял о содействии, да, когда начинал? Просто начал делать и все. Вот про что я говорю, начинайте, делайте, а дальше все само получится, Да, правильно? да, просто надо делать, не бояться. Делать и верить в успех. Ты же с Гайвером победил, да, тогда первое место сделал? Я победил в номинации, да, то есть в номинации там самый космический косплей у меня было. Это было, конечно, неожиданно, потому что я только-только такой первый для меня конкурс, я такой впрыгиваю в этот вагон косплея, такой сразу хоп, победа, я, конечно, не ожидал, да. Игорек пошел вспоминать свою молодость. Красава. Все, я твой фанат. Получилось пара битов, да? Не сидел несколько лет уже за установкой. Посидел немножко, у меня прям это такой кайф сидеть за установкой и играть. Вот это самые крутые костюмы. А прямо сейчас хотелось бы пригласить на эту сцену еще одного нашего гостя, собственно, косплеер Григорий Айрапетян. Встречайте, вот он, Альфа-Коп здесь с нами, да! Привет! У нас сегодня огромное количество косплееров. Гик-культура очень развита на территории нашей республики, да? Как ты можешь оценить уровень наших косплееров? Кого-то ты уже видел, наверное, сегодня. Может, кого-то хотел бы отметить? Что-то, что тебе бросилось в глаза, что-то прикольное. Может, по фану что-то тебе зашло? Есть некоторые косплееры, которые мне очень понравились, особенно маленькие дети. Они, вот я даже отсюда вижу вот эти... Cuphead. Да, это просто прекрасно. И мне нравится, как косплееры Якутска выходят из положения, не обладая премиум материалами, которые есть в столице и в Петербурге. Какой-то совет начинающим. Как ребятам вот так на старте сразу сделать крутой образ вроде Гайвера? Это же работа. У тебя был какой-то опыт. Чем ты занимаешься вообще? Нет, вообще, честно говоря, во-первых, не бойтесь начинать. Вы, наверное, думаете, вот как так сразу войти в косплей, чтобы сделать что-то крутое, не хочется делать что-то а-ля тяп-ляп. Да не бойтесь, да даже если вы сделаете что-то не очень
очень хорошо, по крайней мере, вы познакомитесь с технологией, с тусовкой косплея, с комьюнити. Расскажи про нее, про эту самую Ану. Слушайте, да, совсем недавно, в начале этого года, был конкурс от компании Blizzard. Был конкурс среди 6 европейских стран, и мы решили с командой сделать просто невероятный проект по масштабам. Мы решили построить 3-метрового огромного робота Меку. Нам это удалось, это было непросто, но тем не менее мы построили, мы выиграли в этом конкурсе в номинации «Выбор сообщества». Кому интересно, я говорю, заходите в Инстаграм, там все увидите, там есть все процессы от начала до конца создания. Я думаю, многим из вас будет интересно посмотреть, как мы это делали. Я как джентльмен мог подойти и подать тебе руку, но я стоял здесь. Ну что, поехали, да? Это будет твоя голова, а тут у нас... Да-да-да-да. И все это в один чемодан, да, это помещается, получается, в багаже. Поехали. Опа, она. А вот и Гавер к нам пришел. Ну что, идем в толпу, да? Пойдем. Ты же ничего не видишь там, да? Встречайте, Гавер! Нас только не снимать, я не бежать. Ладно, да, так, давай. Ты просто прямо сейчас сидишь, сейчас нормально. Я наконец-то потрогал костюм Гавера, ты его только видел на фоточках. И теперь знаю, как он одевается, вообще тема. Так, кажется, не так просто. Стоп, 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 стоп. Детки, детки впереди. Так. Я прям видеокассету вспомнил. Это же Нирвана! Я пошел за едой, оставил кота где-то здесь, в костюме, не могу его найти, он куда-то ушел. О, эклер за эклер. Без меня он не переоденется. Пакет сегодня нет, там Чтобы пакет идти у вас. судить. Вот он стоит, блин. У вас есть такой номерок, прямо. Встретил Кирилла, может помните, он со мной ездил в Омикон. Раздеваемся. Чуть-чуть не до конца, давай. Самая веселая часть. Давай, 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 давай. Ты сможешь, ты справишься. Yeah. Нет, Голова меньше. О, Господи. Давай. Ну-ка. Это офигеть, как тяжело. Надо взгляд Гавера. Боже, Гриша. О, да ладно. Это там еще лампочки не включены. Там Ты лампа. ходишь? Тебе надо ходить всегда вот так. И А это вот так утрудняет. Но вот так ты смотришь, да, считай, как будто ты это. Лампы накаливания нагревают все под шлемом. Ну, то есть жарко, очень жарко. Аниме и Я вот уже не хочу на ходить. Не могу. А ты видел, да? от него пахнет. Нельзя ругаться. Что-то там зацепилось. Вот как я дома, хорошо, так и пахнет. Жуть! Шашлычок пока доедаем. Обед у нас. Все, все готовы к судейству? Самый крутой жюри готов. Анжелика, а где Гавер? Где костюм? Я так и не увидел его. Ты снял уже? Да. Оу, все пропустил. Вы, в принципе, готовы? Косплееры, готовы? Where do you go when you're young, when you're restless, when you're fun, cause you're desperate? Oh, here they come for a chance, for adventure. What's your poison? What's your pleasure? Oh, my city, she never sleeps, my city, she never weeps, my city, she keeps me alive. Give it up for my city, oh, oh, give it up for my city, oh, oh, give it up for my city, oh, 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 give it up. My city.
Классную музыку сегодня у нас играет группа «Звуки», они за нее сегодня ответственны. Так, все, жюри приступает к голосованию. Снимать я тоже ничего не буду, но сниму о том, что они начинают приступать к голосованию. В общем, это должно быть общее решение, правильно, да? Ну да. Мы должны высказаться, да, сейчас то, что думают, каких-то выберем каких-то претендентов. 3 номинации, да? Так, Я так и не понял. Гран-при высшее, Высшее. да, и остальные 3, они как бы не определяются по местам, а определяются по названию, скорее. Да, мастер детализации, мастер технологии и мастер перевоплощения. Смотрите, знакомьтесь, это один из жюри, Аял. Как? Всем привет. Джет стоял, да? Джаз стоял. Вот он, оказывается, сколько ты костюмов сделал за все время? Не знаю. Много, да? Да. Побеждал в том году, победил. В прошлом году победил. И теперь у тебя ну, профессионально ты делаешь, да, эти костюмы? Да, сейчас чисто этим занимаюсь. Костюмами. Прикольно. В Якутске мало кто занимается. Что, решения приняты, да? Герои выбраны, победители. Реально тут ну, прям споры шли, нормально, это взвешенные решения принимались. Приз в номинации «Мастер детализации». Шарин Николай, персонаж Архангел Доблести. Это один из главных призов Северного мастера, который сейчас поднимутся на сцену, получает по 15 тысяч рублей. И маленький Можно музыку потише сделать? Мастер технологий. Попова Виктория, персонаж Спектр, Дота 2. А Хлопкова Дина, персонаж Скейра. Привет, аплодисменты! Мастер перевоплощений! Итак, друзья, гран-при получает Андрей Диманов, Орнштейн, Драконоборец, Dark Souls. 50 тысяч! Чувак, ты даже без шлема в образе. У нас осталась одна номинация «Авторский косплей», и мы решили присудить ее Эрсану Гаврилию Ронян. Ну что ж, вот она пятерка лучших косплееров, по мнению нашего жюри на фестивале популярной культуры ЕКТ Geekfest 2019. Поздравляю, красавчик. Что, все? Отработал? Ты молодец, спасибо тебе за все, да, ты сегодня и мне помог, и материалы все кучно снимал, и людям покажешь, что такое косплей, и дай бог больше людей начнет им заниматься. Да, я молодец. ЕКТ Гикфест. ЕКТ Гикфест. 2019. А, на бейджи есть, да? Ну, у меня сейчас участник. 2019, 4-й год, да? Не, почему 4-й? Какой? Нет? 6-й год. 6-й год уже в Якутске проходит. О, круто. Молодцы. Якутск вообще развивается очень В том сильно. году мне победителю. нравится. Что было?